Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы смотрите «Итоги дня» с Владом Давыдовым в прямом эфире. Сегодня в выпуске. Дневная сводка по ковиду. Каковы сегодня цифры по заболевшим в республике за сутки? За вклад в борьбу с коронавирусом премьер-министр наградил медсестру Якутской республиканской больницы Екатерину Савинову. Она работала полгода в красной зоне. Льготную ипотеку продлили. 6,5% годовых будет действовать теперь до июля следующего года. Круглогодичная трасса со всей страной. Открылась долгожданная автодорога Кобяй. Какие перспективы теперь доступны? Из серии «Жизнь замечательных людей» сегодня литературу Якутии пополнила еще одна книга о народном писателе Семене Данилове. За минувшие сутки в республике зафиксировали 179 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина в ходе традиционного брифинга. 110 случаев выявили в Якутске, в Жиганском районе 12, в Алаиховском, Татинском, Амгинском районах по 6 случаев, по 5 обнаружили в Алданском и Намском районах. Также зарегистрировали 2 летальных исхода от COVID-19. За сутки лаборатории Якутии провели 6133 исследований на коронавирус. Вопрос о сроке проведения исследований на коронавирус у нас являлся вопросом номер 1 за последнюю неделю. На настоящий момент по ряду непосредственно поликлиник города Якутска достигнуто сроки до 2 дней. Значит, у нас есть еще проблема по одной из поликлиник города. Я думаю, что до конца недели путем введения, увеличения лабораторных мощностей СПИД-центра, соответственно, данная проблема будет разрешена. Для нас сегодня является достаточно контрольным и подконтрольным и, в общем, управляемой ситуацией на настоящий момент в улусах нашей республики. Отслеживается практически каждый случай, каждая ситуация, разворачиваются дополнительные койки. Что касается районов республики, то, к примеру, в Алданском районе эпидситуация по COVID-19 остается напряженной. Количество больных достаточно большое. В инфекционном отделении больницы находятся 95 человек, 24 человека в провизорном отделении. Среди них есть и тяжелые пациенты. Основная масса с пневмонией. Из них 20 человек в тяжелом состоянии, 3 человека на аппарате искусственного дыхания. У медиков большая нагрузка как по вызовам, так и в стационаре. Но тем не менее ситуацию держим на контроле, потому что и работаем, и по соблюдению ограничительных мероприятий, работаем и по, с нашими подведомственными учреждениями, я имею в виду лица старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями отправлены у нас на удаленный режим работы. Соответственно, вот такие вот ограничения мы вводим. Плюс работает административная комиссия, как я уже говорил, по предпринимателям, по местам массового скопления людей, для того, чтобы все соблюдали масочный режим и социальную дистанцию. Ну а за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией и за самоотверженный труд премьер-министр страны Михаил Мишустин наградил медработников. Среди них медалью Луки Крымского награждена медсестра Якутской республиканской больницы Екатерина Савинова. Сюжет из Москвы. Савинову Екатерину Николаевну, медицинскую сестру пульмонологического отделения Якутской республиканской клинической больницы. Награда нашла своего героя. Медаль Луки Крымского под номером 11 у медсестры из Якутии Екатерины Савиновой. Позади 7 месяцев работы в красной зоне и неожиданная телеграмма с приглашением в Москву на торжественный прием в Дом правительства. Мы работаем всей командой. Врачи, медсестры, санитарки. Это одна команда. Очень тяжело работать в СИЗах. Надо одевать 2 перчатки, очки, костюмы. И надо каждые 4 часа спускаться, а потом заново одеваться. Это очень тяжело. Особенно летом. Вот. Очки потеют, дышать невозможно, жажда. Даже вены не можешь найти на ощупь. Это очень-очень тяжело. Сначала все антибиотики, антибиотиками лечили.
А потом поняли, что это, оказывается, поражает вот сосуды, капилляры, оказывается, вот эта инфекция. И вот изучили, сейчас колят коагулянтами, гепарином, в основном так, разжижает кровь. Это война, это вирус, вообще невидимый как бы враг. Когда люди выписываются, они радуются, что они свободно дышат, без кислорода. Это уже радость. На оборотной стороне медали надпись «За верность долгу и силу духа». Этой медалью награждаются практикующие врачи, средний и младший медицинский персонал ковидных госпиталей, клиник и больниц России. Кто такой Лука Крымский? Значит, да, я в 2 словах скажу. Это наш почти современник. Он жил не так давно. Он сам вообще по своей профессии медик, очень известный доктор. На определенном этапе стал священнослужителем. И он был особо почитаем в Крыму. Ему удавалось оказывать помощь болящим в очень сложных ситуациях. Сегодня он причислен к лику святых нашей Русской Православной Церкви. Его мощи хранятся в Троицком монастыре в городе Симферополе. Личный подарок поспреда Якутии – икона святого Луки Крымского. До сих пор считается, что после обращения к святому она помогает людям исцелиться. Этот святитель почитается как чудотворец наравне с Николаем Угодником. Сейчас особая ситуация. Сегодня врачи, фельдшеры, медсестры, санитары действительно на передовой. Ежедневно они спасают сотни человеческих жизней. Борются со смертью в красной зоне, без сна, без отдыха, долгое время не видя собственную семью. Помогают не только пациентам с коронавирусом, но и с другими не менее опасными заболеваниями. Такой труд не каждому под силу. Он требует высокой квалификации, полной самоотдачи, ответственности и, конечно же, сильного характера. Ежедневно медики спасают тысячи жизней и продолжают рисковать своим здоровьем. В масштабе страны они стали единым коллективом, дежурными врачами в регионах, вернув уважение общества к профессии медицинского работника. Туяра Константинова, Джоль Березкин, Москва. Получены первые итоги работы по программе комплексных научных исследований экологического состояния реки Вилюйской группы районов и здоровья населения на этих территориях. Эта программа реализуется в рамках трехстороннего соглашения между правительством Якутии, компанией «Алроса» и Целевым фондом будущих поколений. Все подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. На сегодняшний день уже проведены первые этапы исследований по всем 3 направлениям работы. Это мониторинг состояния реки Вилюй, здоровья людей, а также обеспечение альтернативными источниками воды. Договоры с исполнителями заключены через Целевой фонд будущих поколений. Сейчас уже результаты проведенных предварительных исследований доложены на Объединенных ученых советах Академии наук. И также в декабре будет годовой отчет на Межведомственной республиканской комиссии. А также планируется уже в январе-феврале отчет перед населением Вилюйской группы районов. Одним из самых важных направлений работы, конечно же, является здоровье людей, проживающих на территории бассейна реки Вилюй. Несмотря на то, что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, сегодня уже проводятся научные исследования в ряде населенных пунктов Вилюйской группы районов. Мы сейчас, значит, в этих населенных пунктах нанимаем сотрудников, которые проводят по нашему анкетирование населения, берут пробы крови, волос и направляют нам для определения в них содержания микроэлементов, проводить различные лабораторные исследования для изучения липидного спектра, антиоксидантной системы организма, для изучения иммунной системы и также для выполнения определенных генетических исследований. Напомню, что еще в прошлом году между правительством Якутии, компанией «Алроса» и Целевым фондом будущих поколений было подписано трехстороннее соглашение. Его предметом стало комплексное исследование экологического состояния реки Вилюй.
того, чтобы как раз и получить итоговую, качественную, экспертную именно оценку, как раз и проводятся все вот эти исследования. На сегодняшний момент выполнены натурные обследования, то есть были экспедиции, то есть в ходе экспедиции проводились забор проб, различные исследования. Мы выступаем как бы не только вектором, да, и флагманом, то есть, но мы и призываем другие юридические лица, другие компании, которые работают в этом регионе, следовать нашему примеру. Результаты первого этапа исследований будут озвучены на расширенном заседании Межведомственной комиссии. Принятая программа исследований рассчитана на 2019-2024 годы. Она предполагает общее финансирование компании «Алроса» на сумму в 138 миллионов рублей. Из них еще в прошлом году на финансирование первого этапа были направлены 40 миллионов. Примерно столько же запланировано на работу по проекту в этом году. Юрий Осипов, Максим Кардозу, Виктор Олисов. Ее председателя правительства республики Андрей Тарасенко посетил Якутскую ГРЭС. Он провел совещание с руководителями отраслевых ведомств в режиме видеосвязи, на котором были обсуждены приоритетные вопросы развития энергетики республики. В ходе совещания особое внимание уделили вопросам тарифного регулирования, консолидации объектов электроэнергетики государственной собственности в Якутскэнерго, также строительство приоритетных электросетевых объектов в зоне действия энергокомпании. Андрей Тарасенко отметил, что все озвученные вопросы находятся на контроле правительства республики. В арктическом поселке Тикси состоялось открытие первой арктической модельной библиотеки в Якутии. Конкурс в рамках национального проекта «Культура» на получение средств для полной модернизации по модельному стандарту районная детская библиотека, филиал поселка Тикси, выиграла в 2019 году и получила 5 миллионов рублей. Уже в этом году она была полностью отремонтирована, пополнилась новой техникой и книгами. Событие в Тикси было приурочено к Международному дню школьных библиотек. Дата отмечается вот уже 20 лет. В этот день принято проводить различные мероприятия, посвященные значимости библиотеки в жизни каждого человека. К примеру, как сейчас устроена работа в библиотечном центре информационно-технологического лицея номер 24 в Нерюнгри. Сюжет коллег из Южной Якутии. Основной фонд лицея составляет примерно 10 тысяч документов. Специализированный фонд располагается в книгохранилище и содержит около 30 тысяч документов. Видеотека обеспечена дисками по различным областям знаний. Для индивидуальной работы посетителей имеется 2 компьютера с выходом в интернет, 2 цветных фотосканера. В их распоряжении справочный материал электронной библиотеки. Кроме этого, имеется принтер и сканер для тиражирования методических материалов. Для демонстрации предоставляется мультимедийный проектор. Информатизация библиотечных процессов значительно улучшила качество обслуживания читателей. Но при этом в нашем центре мы не забываем и о традиционных формах работы, ценность которых прежде всего в живом общении с читателями, а читатели с книгой. Поэтому регулярно проводим библиотечные уроки, встречи с интересными людьми, оформляются книжные и тематические экспозиции. Большим успехом пользуются детские журналы, к которым ребята обращаются для того, чтобы выбрать материал для своей проектной и исследовательской деятельности или просто скоротать время на перемене. Я люблю читать книжки такие, как «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера» и все такие книжки, которые связаны, например, с сокровищами. Я сегодня взял книжку в этой библиотеке «Остров сокровищ». В этот раз я сдал книжку «Артур» и «Минипуты». В системе образования библиотекам отводится важная роль. На смену традиционной системы приходят новые технологии, современная компьютерная техника. Сегодня материально-техническое оснащение информационного библиотечного центра информационно-технологического лицея номер 24 позволяет оказывать информационную поддержку образовательного процесса в полном объеме. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сейчас короткая пауза. Продолжим через 40 секунд. Смотрите далее. Льготную ипотеку продлили. 6,5 годовых теперь будет действовать до июля следующего года. Круглогодичное транспортное сообщение со всей страной открыли долгожданную автодорогу Кобяй. Какие перспективы теперь доступны? Из серии «Жизнь замечательных людей» сегодня литературу и республики пополнила еще одна книга о народном писателе Семене Данилове. Это и многое другое через паузу.
Это «Якутия-24» в прямом эфире, программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Продолжаю выпуск. Правительство страны продлит программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% до 1 июля 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он напомнил, что изначально эта программа была рассчитана до 1 ноября этого года. Она хорошо себя зарекомендовала и помогла как российским семьям, так и строительной отрасли, отметил глава российского кабинета министров. Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике из-за коронавируса. В период становления льда на реке Лена паромные суда значительно замедлили ход. Если сравнить с прошлыми годами, машин тоже стало гораздо меньше. Подробности у нашего корреспондента Артура Старостина. Суровые зимние каникулы для паромщиков приближаются. День ото дня на реке Лена из-за скопления большого количества льда судоходам перевозка автомобилей дается сложнее. Паромы передвигаются от силы 10-11 км в час, поэтому одно судно в день выполняет 2-3 рейса. На причале со стороны Нижнего Бестяха скоплений машин не наблюдается, разве что в субботу и воскресенье могут быть толкучки. Плюс цены на паром подорожали, лишний раз не поездишь. Ну, сейчас навели порядок, допустим, в Якутске с этим накопителем. Такой бойни нет. С команды там даем с берега, они нам отправляют автомобили. Ну, сейчас и движения меньше, разумеется. Сегодня хоть и пятница, а машин-то сами видите, что не так много на переправе. В этот период времени тарифы на паром всегда повышаются, и всех автовладельцев интересует вопрос повышения цен. Ну, во-первых, у нас расход топлива поднимается. Вот, и сложные обстановки, и буксир дежурит, которому тоже надо нанимать, оплачивать деньги. Сейчас паромы по маршруту Нижний Бестях и Якутск переправляются не по часам, а по загрузке. То есть будут стоять и ждать, пока не заполнится весь паром. По моим подсчетам, вот, например, паром 4 здесь стоит уже около 3 часов. Вот сейчас проблема, вот видите сами, что проблема в том, что машин не хватает. Паромы справляются прекрасно. Причалы сейчас вроде отрегулированы и подсыпано всегда все, и как бы проблем нету ни с чем. Сейчас это единственное неудобство для водителей – стоять и ждать. Паром 4 отходит от причала в Нижнем Бестяхе и будет следовать вниз. Паромные переправы могут завершить работу в любое время. Все зависит от погодных условий. Артур Старостин, Мигино-Кангаласский район. Сегодня торжественно открыли проезд по круглогодичной дороге Кабяй. Завершение строительства этой дороги население 2 районов Кабяйского и соседнего Горного Улуса ожидало почти 3 десятка лет. За 2 года по нацпроекту под названием «Безопасные и качественные автомобильные дороги» также за счет денег республики были построены последние 38 километров этой трассы и автомобильный мост протяженностью в 106 метров. Об историческом событии Юлия Михайлова. Совсем недавно поездка в Якутск из села Кабяй могла длиться до 1,5 суток. Теперь время в пути до столицы региона сократилось до 5 часов. Ждал 30 лет, но наконец-то эта дорога завершилась, и мы, жители, особенно старшее поколение, очень рады. И никаких мучений с переправой через реку Тюгене. Мост построили по всем правилам безопасности для движения, как легкового, так и грузового транспорта. Барьерное ограждение, установлены дорожные знаки, сигнальные столбики. Дорожная одежда сделана методом ресайклинга и с покрытием 15 сантиметров С1. Вот этот тип дорожной одежды он будет удовлетворять несущей способности. Для грузового транспорта, для легкового, естественно, нормальное движение будет. При строительстве дороги возникла проблема отсутствия поблизости камня. Щебень на отсыпку дорожного полотна приходилось везти из Максоголоха. Но со всеми трудностями строители справились. Поздравляю прежде всего коллективы генерального подрядчика, закрытого акционерного общества «Дороги Саха», Мехдорстрой, Кабяй-Дорстрой, Дортранс
и других, всех, кто участвовал в строительстве этой дороги, такой важной для социально-экономического развития Кобяйского и Горного улусов. Последние 38 километров построили в рекордно короткие сроки за 2 года. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Свои средства вложила и республика. И сегодня, конечно, прорыв для района, прорыв в целом для этой части нашей республики. Кобяйский улус, к сожалению, хотя находится в самом центре Якутии, он до сих пор был лишен вот такой круглогодичного транспортного автомобильного сообщения. Сейчас оно появилось, конечно же, это сразу повысит качество жизни людей, повысит более интенсивные экономические связи между районом и остальной частью республики. Теперь жители Кобяйского района смогут вывозить свою продукцию в соседний Горный и в Якутск. А завозить продукты, строительные и другие товары в село Кобяй станет легче и гораздо дешевле. Снизится и стоимость пассажирских перевозок. В планах администрации района развивать туризм. Это даст снижение тарифов на пассажирские перевозки, даст снижение на продовольственные и непродовольственные товары в области торговли. Ну и, конечно же, мы, руководители, смотрим на стратегию развития нашего района. В связи с открытием дороги мы, получается, практически открываем ворота в Кобяйский район, село Кобяй. Район у нас очень широкий. Ну и в стратегии мы видим все-таки развитие сельского хозяйства и развитие туризма. Строительство главной трассы для кобяйцев завершилось. В планах начать строительство дорог от села Кобяй до ближайших сел Аргас, Тыя и Чагда. Также власти Якутии планируют начать строительство дороги до села Мукучу. Юлия Михайлова, Иван Яковлев, Георгий Григорьев. Кобяйский район. Из-за одной ошибки в документе сирота и инвалид 3-й группы мать-одиночка Анастасия Лагутенко не может получить положенную ей по закону квартиру. Сейчас женщины с малолетним ребенком живут в квартире социального найма в маленькой однушке в старом двухэтажном неблагоустроенном доме. И они каждый день теперь ждут и надеются, что чиновники решат их затянувшийся квартирный вопрос. В проблеме разбирался Александр Хавренко. Несколько лет подряд сирота Анастасия Лагутенко добивается своего законного права на получение квартиры. Все те, с кем она воспитывалась в интернате, уже давно живут в собственных благоустроенных квартирах. Анастасии же приходится ютиться в тесной квартирке в старом деревянном доме без коммунальных удобств. У меня, получается, с потолка упал прям вот такой слой цемента, прям вот такой. Бах, еще чуть-чуть и на голову бы ему. Из-за этого пришлось, думаю, хватит ждать, думаю, надо сделать. И с этой стороны тоже все обваливается. Вот эта сторона полностью обваливается. Но сейчас пока в этом году еще трещин пока нету. Надеюсь, на следующий год тоже не будет. Если будет, то придется опять делать. Причина, по которой Анастасия до сих пор не получила квартиру, банальная. Кто-то когда-то в документах неправильно написал ее отчество. И для того, чтобы исправить эту ошибку, Анастасии пришлось оббивать пороги администрации, прокуратуры и подключать активистов Общероссийского народного фронта. Но проведена на самом деле очень большая работа по истребованию документов. Также непосредственно с Анастасией работали, составляли ее биографию полную, чтобы картина была уже четко и ясно предоставлена суду. Вот история Анастасии показывает, что она неустанно пыталась реализовать свое право. Нашлись компетентные органы, которые помогли ей. И, наконец, квартирный вопрос для Анастасии Лагутенко оказался решенным. К счастью, буквально вчера этот иск был рассмотрен и полностью удовлетворен. Анастасию Сергеевну восстановят в реестре на очередь в получении квартиры, как для сироты. Надеемся, что очередь будет небольшой, и квартиру она будет получать максимально короткие сроки. Мы будем следить за развитием этой ситуации. И как только решилась одна проблема, сразу же возникла другая. Почему мне дают квартиру в Вилюйске, недоумевает Анастасия. Ведь выросла и выпустилась она в столице. И по состоянию здоровья у девушки 3-й группы инвалидности ей минимум раз в полгода приходится проходить обследование в Якутске. А каждый длительный переезд – это серьезный стресс для ее организма.
Мне тяжело будет ездить. С Кызыла 500 с чем-то, 500 километров. А с Вивилюйски, если дадут, то 580 километров, что ли, мне получается ехать. Тут за один раз-то едешь, плохо становится, раза 3 останавливается машина, чтобы я вышла из машины и походила чуть-чуть, чтобы мне легче стало. А так все время с собой в рюкзаке таскаю лекарства. Если еду, у меня полная сумка лекарств одних. Сейчас Анастасии вновь предстоят походы по различным инстанциям в поисках справедливости. Мы же будем следить за ее историей и надеяться, что в скором времени и эта проблема для Анастасии Лагутенко будет благополучно решена. Александр Хавренко, Иннокентий Колесов, Кызылсыр. Сегодня литературу Якутии пополнила еще одна книга о народном писателе Семене Данилове. Книга издана с тиражом в 1500 экземпляров в серии «Жизнь замечательных людей». Презентацию провели в столице в онлайн-формате в Национальной библиотеке. Автор, народный поэт Наталья Харлампиева в своей новой книге представила Семена Данилова как простого парня, ставшего поэтом-классиком. По ее словам, не проходит и дня, чтобы на национальном радио и телевидении не звучали его песни и стихи, переиздаются его произведения, проходят даниловские чтения. Ему посвящен Международный фестиваль поэзии «Благодать большого снега». Новизна в том, что Наталья Ивановна постаралась в своей книге совсем по-новому рассказать о жизни и творчестве своего учителя. Она так называет именно Семена Петровича. Там использованы его дневниковые записи, очень интересно. И вообще Семен Петрович предстает перед нами в совсем другом ракурсе, как человек, действительно радеющий за очень преданный своему творчеству человек. И раскрывается его характер совершенно с новой стороны. Мы видим его человечным, мягким и вместе с тем очень с таким твердым стержнем человеком, который высоко, гордо нес звание поэта. Таковы итоги дня сегодня. Корреспонденты Якутии-24 продолжают следить за развитием событий. Увидимся завтра. Оставайтесь на канале Якутия-24. Берегите здоровье.